Татарский культурный центр Якташлар был создан в 2003 году. Председатель Бадгуддинов Марсель Расимович. За долгие годы он прошел различные этапы реорганизации. И сейчас это Ростовская областная общественная организация Татаро-Башкирский культурный центр Якташлар «Земляки». Он создан с целью объединения татар, проживающих в Ростове-на-Дону и Ростовской области, для содействия в изучении истории, языка и культуры татарского и башкирского народа, восстановлении и развитии культурных ценностей Донского края. В Ростовской области нет татарских детских садов и школ, не издаются книги и журналы. Несмотря на это, основной задачей культурный центр ставит сохранение наследия татарского народа. До середины 2000-х годов во Дворце пионеров Гафиатуллин Камиль Сибгатулович обучал детей татарскому языку. После большого перерыва при активном участии Курмакаева Равиля и Бекмаева Мухаммеда, которые смогли зажить своим энтузиазмом, активисты культурного центра Якташлар с января 2018 года открыли заново класс родного языка. Занятия проводятся еженедельно по воскресеньям в 10:30 на безвозмездной основе. Учителя Эльвира Ильшатовна и Наиля Мазитовна бережно относятся к наследию татарского народа. Большая работа проводится по проведению татарской и башкирской культуры на Дону. Джалиловские чтения, дни родного языка, которые приурочены ко дню рождения Габдуллы Тукая. Проводятся мероприятия с чтением стихов на татарском, русском языках, исполнении национальной музыки, песен, танца, которые обязательно заканчиваются дружным чаепитием. Закономерным итогом 2018 года стало участие в написании взрослыми всемирного татарского диктанта и осознание детьми своей национальной принадлежности. Они смогли сами поставить спектакль на татарском языке. Благодаря таким семьям, как Чудиных, Фисаховых, Алтынбаевой Райли, Хисматуллиных, Кузяшевых, Сабировых, Шарахматовых, Сюняковых, Гаитовых, Кипаевых и многих других, трепетно относящихся к своей культуре, мы всегда будем двигаться алга. Председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области Бекмаев Джафар Зуфарович более 30 лет руководит мусульманами Дона. За заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами награжден орденом дружбы и медалью за веру и милосердие. Он всегда поддерживает проекты, нацеленные на увеличение нравственности народа, участвует в ифтарах, ежегодно проводимых обществом праздничный месяц Рамазан. По воскресеньям имам-хатыб Ильдар Хазрат Синдикаев проводит уроки основы ислама для татарских детей и обучает в мечети арабскому языку. Неоднократно проводились экскурсии по мечети, рассказывающие о татарах и мусульманах Дона. Ежегодно в начале лета в городе Ростове-на-Дону культурный центр Якташлар в рамках сохранения национальных традиций и укрепления исторических ценностей проводит татаро-башкирский этнографический праздник Сабантуй. Этот праздник занесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, является ключевым событием в жизни татар и башкир. Начиная с 2003 года, когда 25 человек собрались во дворе Музея краеведения на самый первый Сабантуй, праздник становится все красочнее и масштабнее. В 2010 году принимало участие 400 человек, в 2012 – 600, а в 2018 на свой 15-летний юбилей в парке имени города Плевен собралось более 1000 гостей и жителей города. Сабантуй своим весельем, гостеприимством, азартом спортивных состязаний и жарких схваток завоевывает сердца, объединяя людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий. Во всех мероприятиях максимальное участие принимает татарская молодежь. Организовываются и увлекательные поездки по Ростовской области, так интересные встречи, как на катках, за чаем, настольными играми, проводятся молодежные вечера, дискотеки и встречи. Ежегодно принимаем участие в молодежных мероприятиях, проводимых Республикой Татарстан, такие как Всемирный форум молодежи, Школа лидера татарской молодежи, Дни татарской и тюркской молодежи. Так как большинство татар ведут здоровый образ жизни,
то молодежь всегда принимает самое активное участие во всех межнациональных спортивных мероприятиях, состязаниях, первенствах, фестивалях, олимпиадах, как областных, так и городских, которые проводятся с целью сохранения мира и согласия на Донской земле. Нередко занимают призовые места. Отдельные спортсмены входят в число победителей и призеров. За более чем 15 лет командный дух не потерялся, и по сейчас в основном проводятся только межнациональные футбольные игры. Татары Дона всегда готовы двигаться алга. Донские татары очень творческие. На многих мероприятиях, проводимых как нашим культурным центром, так и другими диаспорами, правительство Ростовской области, администрации выступают сами. Звучат песни, как на русском, так и на татарском языке. Игра на гармонии и баяне, народные и классические танцы. Выступают как коллективы, так и солисты. Хотелось бы отдельной строкой отметить тесную культурную связь с исторической родиной. Начиная с 2010 года ежегодно, а то и несколько раз в год проводятся концерты артистов Республики Татарстан и Башкортостан. К нам приезжают как лауреаты фестивалей, так и народные и заслуженные артисты республик. Государственные ансамбли и театральные коллективы. Также в Донскую государственную публичную библиотеку передано несколько сотен экземпляров татарской литературы. Любой желающий может с ней ознакомиться. Якташлар активно сотрудничает с органами исполнительной власти, национальными организациями и землячествами. Содействует сохранению многолетних традиций добрососедских отношений между народами Дона. Участвует во всех мероприятиях, проводимых правительством Ростовской области, администрации города Ростова-на-Дону с целью укрепления мира, согласия на Донской земле. День российского флага, День независимости России, День города Ростова-на-Дону на выставке «Город многонациональный» татарский стенд всегда пользуется большим успехом. Участие в первом областном фестивале КВН принесло победу, а также во всех ежегодных мероприятиях, проводимых областными домами творчества, музеями, библиотеками. Нередко принимаем участие в районных центрах Ростовской области. За неоценимый вклад, трепетное отношение и развитие татарского и башкирских народов хотим выразить огромную благодарность всем неравнодушным, которые вкладывали и вкладывают не только средства, но и всю душу в организацию и проведение мероприятий, основной целью которых является сохранение наших народов на Донской земле.